Приехавшие в Советский Союз с визитом дружбы руководители Польской Народной Республики встретились в Кремле с руководителями Коммунистической партии и правительства СССР. С польской стороны в этой встрече участвовали Владислав Гомулка, Александр Завадский, Юзеф Царантевич, Мариан Нашковский, Тадеуш Геде. С советской стороны Никита Сергеевич Хрущев, Климент Ефремович Ворошилов, Анастас Иванович Микоян, Алексей Илларионович Кириченко, Михаил Андреевич Суслов, Фрол Романович Козлов, Андрей Андреевич Громыко, Николай Семенович Патоличев, Петр Андреевич Абрасимов. Обмен мнениями по вопросам советско-польских отношений и по актуальным проблемам современного международного положения прошел в обстановке братского единодушия. Десятки тысяч юношей и девушек Москвы собрались на Красную площадь, чтобы отметить 40-летие Ленинского комсомола. На праздник пришли руководители партии и правительства. Глубокую благодарность родной партии за отеческое внимание к молодежи выразил в своем выступлении рабочий завода «Красный пролетарий» Николай Чернов. «Комсомол был, есть и всегда будет верным великому делу партии», сказал первый секретарь ЦК ВЛКСМ Семичастный. От имени партийной организации и трудящихся столицы первый секретарь городского комитета КПСС Устинов поздравил молодых москвичей с 40-летием Ленинского комсомола. В своем обращении к Центральному комитету партии комсомольцы и молодежь Москвы поклялись свято беречь овеянной бессмертной славой знамя революционной борьбы, с честью пронести его в светлое завтра, в коммунизм. На Кавказе, почти у самой границы вечных снегов, вырос новый кабардино-балкарский город Тырныауз. И высоко в горы, куда раньше даже орлы нечасто прилетали, теперь поднимаются люди добывать молибдено-вольфрамовую руду. Горняки Тырныауза готовят к партийному съезду трудовые подарки. Харитон Хаев первым на руднике овладел новой усовершенствованной бурильной техникой и начал работать вдвое производительнее. «Значит, и я могу это сделать», — сказал другой бурильщик Петр Гордеев. И он тоже достиг этого. Во всех забоях растет добыча, и в 2 раза больше руды перевозит теперь машинист-комсомолец Аюб Карданов. Он стал полнее загружать вагонетки и быстрее водить поезда. Казалось бы, 3 небольших факта, но как они примечательны для трудовых будней горняков далекого рудника. Гремят взрывы на трассе будущей железнодорожной линии Абакан-Тайшет. Этот 650-километровый участок – последнее звено Великой Южно-Сибирской магистрали. Новая линия пересечет восточные Саяны, дремучие леса, большие реки. Откроется путь к богатым недрам. Станут близкими соседями промышленные центры, разделенные ныне горами и таежными дебрями. Нелегок здесь труд строителей, но сюда приехали молодые энтузиасты, комсомольцы. Они не боятся трудностей. Они смело покоряют бескрайние сибирские просторы. И всюду, где трудятся строители, вырастают поселки, приходит новая жизнь. Мы в лаборатории ускорителей и фотоядерных реакций Физического института Академии наук СССР. Здесь с помощью синхротрона ведутся исследования, связанные с важнейшими проблемами физики. В конце октября ученым этого института Павлу Алексеевичу Черенкову, Игорю Евгеньевичу Таму и Илье Михайловичу Франку была присуждена Нобелевская премия за открытие, исследование и толкование интересного и важного физического явления.
открытия советских физиков вошли в арсенал мировой науки под названием эффекта Черенкова. Павла Алексеевича Черенкова мы застали в его лаборатории. Вот что он сказал нашему оператору. Опубликованное сегодня сообщение о присуждении мне, академику Игорю Евгеньевичу Там и члену-корреспонденту Академии наук СССР Илье Михайловичу Франк Нобелевской премии за открытие и истолкование излучения Черенкова я рассматриваю не только как наш личный успех, но прежде всего как мировое признание достижений советской физики. В нашей стране созданы все условия для успешного развития науки. Я уверен, что советские ученые своей плодотворной работой обогатят мировую науку новыми достижениями. Всесоюзная перепись населения будет происходить в январе 1959 года, но в далеких, труднодоступных районах она уже началась. В Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана счетчики уже вышли на работу. Сухие цифры переписи расскажут, как изменилась жизнь на Памире, как давно покончено с неграмотностью, как люди из юрт переселились в дома. Юрты можно увидеть только на высокогорных пастбищах, куда пригоняют стада колхозные и совхозные пастухи. И сюда добрался счетчик. Во время переписи не должен быть пропущен ни один человек, где бы он ни находился, сколько бы ему не было лет. Как вы думаете, сколько лет этому почтенному человеку, который сейчас работает в своем саду? 90? 100? Нет, 150. Вы не ослышались. Махмуд Айвазов живет 1,5 века. Он самый старый житель Азербайджана и один из старейших людей во всем мире. Какой убедительный факт для ученых, работающих над проблемой долголетия человека. Когда зажигаются огни в новом дворце культуры Ереванского алюминиевого завода, людно становится в его комнатах и залах. Интересы работников завода и их семей разносторонние, и Дворец культуры стремится всем пойти навстречу. Выступления заводских артистов всегда пользуются успехом. Улицы возрожденного Пхеньяна в октябре стали свидетелями волнующего события. Последний отряд китайских народных добровольцев покидал корейскую землю. «Вы уносите с собой частицу нашего сердца», говорили жители Пхеньяна своим китайским братьям, которые помогли корейскому народу отстоять свободу и независимость от нашествия захватчиков. Командующий частями китайских народных добровольцев генерал Ян Юн попрощался с Ким Ир Сеном и другими руководителями Корейской Народно-Демократической Республики. Могучая и крепка дружба народов социалистических стран, вдохновленная идеями интернационализма. Эта дружба – великая сила в борьбе за мир во всем мире, за светлое будущее человечества.